Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Актуальная тема» и гость в студии, ведущий инструктор по тактической медицине Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина, майор медицинской службы, герой Чеченской Республики Тимур Виситаев. Здравствуйте, Тимур! Здравствуйте! РУС, как известно, это профессиональное учебное заведение с уникальными тренировочными площадками и методами обучения. И Центр готовит сотрудников спецподразделений и располагает многофункциональным тренировочным комплексом и расположенным в Гудермесе. Расскажите, Тимур, а каким основным военным навыкам обучает РУС? На базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина у нас есть подготовки, такие как огневая подготовка, тактическая медицина, снайперская подготовка. Также у нас есть дополнительно спецкурсы, спецразведка. Также программа подготовка операторов БПЛА. Есть и новый курс для военных журналистов у нас. А туда что включает? Туда входит тактика, специальная подготовка, топография и, естественно, тактическая медицина. Очень познавательный курс. Тимур, расскажите, а что значит сам термин «тактическая медицина» и как ему обучают этому курсу? Тактическая медицина – это система оказания экстренной медицинской помощи в условиях боевых действий. То есть это разные, чрезвычайной ситуации есть? или просто экстремальных условиях, где присутствует активная угроза жизни. Это у нас что? Взрывы, теракты, противник. Вот в этих ситуациях, когда тактический медик оказывает первую помощь. Вот суть тактической медицины такова. А как вы воссоздаете вот эту ситуацию военную при обучении тактической медицине? У нас есть вот такие познавательные курсы. Именно цель тактической медицины – это сохранить жизнь здесь и сейчас, в условиях боевых действий. Есть базовые курсы, есть расширенные курсы. Для военнослужащих мы делаем разные сценарии, похожие на боевые действия, как бы мы делаем сценарии. Базовый курс есть у нас, который для гражданских, которые... То есть для гражданских вы не показываете, да, вот такие курсы? Если гражданский слушатель пожелает, приезжает, да? И у него есть желание обучаться, то тогда мы и подключаем тоже А такие бывают алгоритмы. такие желающие? Естественно, бывает, приезжают и хотят пройти расширенные курсы по тактической медицине. А можно коротко, вот как происходит, мне вот интересно, думаю, телезрителям будет интересно, как вы вот воссоздаете ту ситуацию военную? Когда приезжают слушатели, мы в первую очередь обучаем их до остановки массивных кровотечений. То есть сначала теоретические Да, курсы? мы подготавливаем их теоретической, и потом уже плавно переходим на практические навыки. Практические навыки у нас и в лесном массиве бывают, и в зданиях бывают. Мы делаем такие хорошие сценарии. Ассистента берем, у кого нет нижних конечностей, и туда мы закрепляем мясо, и вокруг имитируем кровь. И когда заходят наши слушатели, мы делаем взрыв. И в этой ситуации они думают, реально там есть... Они сами не падают в обморок? Бывали такие случаи? Пока не было таких случаев. И в это шоковое состояние они должны оказать первую помощь. И вот такие интересные сценарии мы разрабатываем и обучаем наших слушателей. И именно акцент делаем на практические навыки. Тимур, вы сами были в зоне СВО. Вот в какие годы, по каким направлениям вот вы проходили? Мы первые, когда выезжали в сторону Киевской области в составе наших инструкторов, мы выезжали в Киевскую область. Там оказывал первую помощь не только нашим военнослужащим, и даже жителям Украины, гражданским лицам приезжали и просили помощи, так как медучреждение было разрушено, и мирные жители приходили на помощь. Доктору разницы нет, кто перед ним. Он должен оказывать помощь и выполнить свой профессиональный долг.
Поэтому мы оказывали помощь и жителям Украины, и своим боевым товарищам оказывали помощь. Потом мы поехали в Луганское направление. Там приходилось оказывать первую помощь. И в конце мы были в Херсонское направление. А где были вот более жесткие условия, я не знаю, более такие сложные ранения? Сложные ранения были и в Киевское направление, и Луганское направление, и в Херсонское направление. Тимур, вам приходилось самому себе оказывать помощь? Было такое? Было, но ранение несерьезное было. Маленькое осколочное ранение попало в левую верхнюю конечность. И я знаю, что это ранение не смертельное. Ну, началось головокружение. Я думаю, вот, присел, наложил асептическую давящую повязку, сделал вдох-выдох и пошел дальше. Люди воспринимают боль каждый по-своему. И когда получают ранение, надо собраться и быстро оказать первую помощь. Да. Если проходит время, то пострадавший теряет много крови и силы уходят. И в этом случае надо собраться и быстро оказать помощь. Вот этому мы обучаем в Российском университете спецназа. Тимур, а какие алгоритмы оказания первой помощи вы применяли в зоне СВО? Основные алгоритмы оказания первой помощи, это для слушателей тоже информация будет полезна. Основные алгоритмы, это первое, когда вы видите пострадавшего, вы должны оценить безопасность себе, пострадавшему и окружающим. Потом вы подходите к пострадавшему и в первую очередь останавливаете жизнеугрожающее кровотечение. Когда вы остановили кровотечение, то сразу необходимо проверить дыхание. Дышит ли наш пострадавший? Если не дышит, мы восстанавливаем дыхание, и после этого необходимо быстрый осмотр от головы до пяток ног. Быстро осматриваем, смотрим, есть ли сопутствующие ранения. После осмотра мы обезболиваем пострадавшего и накладываем асептические давящие повязки. Если есть переломы верхних, нижних конечностей, то мы должны иммобилизировать конечности. И после иммобилизации мы заполняем карточку, то есть защита от гипотермии есть, когда у нас пострадавший теряет много крови, если даже на улице жарко, начинается озноб. Поэтому нам необходимо, если мокрая одежда, надо снять одежду, а также всеми доступными способами надо согреть данного пострадавшего. И после этого мы заполняем карточку пострадавшего, что мы сделали. И последний этап – это планирование, подготовка, эвакуация в лечебное учреждение. Вот это основные алгоритмы, которые я использовал в зоне СВО. И у меня получалось, по воле Всевышнего, мог спасти наших боевых товарищей. Тимур, а на сегодняшний день много ли тех, кто приходит именно на обучение по тактической медицине? Да, сегодня обучение по тактической медицине приходит много людей. Интерес к таким курсам значительно у нас вырос, так как люди уже смотрят, что происходит в мире, и они уже задумываются о необходимости пройти те курсы, которые им необходимо. И в тактическую медицину люди приезжают, обучаются, и проходят базовые курсы, потом приезжают и расширенные курсы. То есть это не местные, да? Основные приезжие у нас. А почему именно выбирают тактическую медицину? Вот можно же просто оказание первой медицинской помощи, обучиться, например, оказанию помощи. Вы знаете, вот те, которые уже планируют, уже осознанно, они хотят пойти в зону СВО, они уже заранее подготавливаются, они обучаются по разным программам. И, естественно, приходят к нам, именно они хотят обучаться именно по тактической медицине, так как в тактической медицине есть разновидности курсов, именно приближенных к боевым действиям. Поэтому они выбирают курсы и проходят у нас. Тимур, а гражданское население
выбирает курсы тактической медицины? Ну, кто не собирается в зону СВО? Конечно, есть гражданские люди, семьями приезжают к нам с детьми. Дети тоже обучаются? Конечно, у нас возраст, профессия, разницы нету. Кто к нам приезжает, мы их обучаем. Дети приезжают, матеря привозят детей, проходят курсы базовые. А кто лучше учится? Добровольцы, которые собираются в зону СВО, или же простые граждане? Все по-разному. По-разному? Все разному, да. У кого есть желание, то они даже задают вопросы. Вот, по-разному подход у всех. А дети не пугаются? Нет, я бы сказал, у нас и есть курс по инъекции, и некоторые дети так увлекаются, что сами уже ставят капельницы внутривенные. Способные, да, дети? Способные ребята у нас есть. А какова разница между тактическим медицинским работником и обычным гражданским, на ваш взгляд? Тактический медик, вы знаете, это медик, работающий в условиях боя или силовых спецоперациях под постоянным угрозом огня, взрыва. Тактический медик всегда рискует, он всегда находится в или боевых действиях, или чрезвычайных ситуациях, экстремальных условиях. Вот. А гражданский медик работает в мирных условиях. И больницы, поликлиники, скорая помощь. Вот. Относительно безопасная среда у них. Вот обычно не имеет угроз жизни. Вот такая разница между тактическим медиком и гражданским медиком. То есть на СВО больше пользы будет от тактического медицинского В зоне СВО, работника? естественно, будет больше пользы. Тимур, а вот по вашему мнению, что из тактической медицины необходимо внедрить в гражданскую сферу? И нужно ли вообще? Да, из тактической медицины внедрить гражданскую, я считаю, что надо пересмотреть стандарт комплектации аптечек автомобильных, исключить неэффективные, ненужные медпрепараты, так как автомобильная аптечка, по моему мнению, недостаточно укомплектована. Какие, например, убрать, например, посоветовали бы? я посоветую турникеты, именно сертифицированные турникеты. У нас есть очень хорошие гемостатические средства, которые останавливают любые виды кровотечения. Главное, по алгоритму, если заполнять раневой канал, то они останавливают любые виды кровотечения, даже артериальные. Вот. Я порекомендовал бы, чтобы в автомобильных аптечках были вот такие расходные медицинские препараты, как турникет сертифицированный, гемостатические средства, а также окклюзионные повязки при ранении грудной клетки, называется открытый пневмоторакс. При этих ранениях очень эффективно у нас помогают именно окклюзионные повязки. Вот такие основные медицинские препараты, я считаю, что необходимо быть именно в аптечке автомобильной, так как никто не застрахован. Бывает ДТП, и в этом случае необходимо быть и расходные материалы, и необходимо, чтобы человек был обученный. Это тоже умел, чтобы умел применять вот эти все препараты, средства. Бывает некоторые случаи, что приобретают очень хорошую аптечку, а я задаю вопрос, вот этот препарат, что вы будете делать? Говорят, не знаю. Это уже чревато последствием. В первую очередь надо полностью обучиться оказанию первой помощи, и потом вы знаете, что у вас в аптечке и как им пользоваться. Это уже приоритет. У нас, знаете, тоже приезжают студенты Российского университета спецназа, и мы не только по оказанию первой помощи обучаем их, и психологические в стрессовых ситуациях мы со стороны смотрим, как они оказывают помощь. Как ранее я говорил, мы делаем такие сценарии, что начинается паника у слушателя, когда он оказывает помощь. Бывают взрывы, дым,
кричит инструктор, быстро оказывайте помощь. Мы теряем данного пострадавшего. И в этих случаях мы со стороны смотрим психологический подход наших слушателей. Вот таким способом мы обучаем. Вот у меня был очередной вопрос про студентов. Хотела спросить, вот бесплатные какие-то курсы именно со студентами проходят в Российском университете спецназа? Конечно, проходит. Вот буквально месяц назад мы ездили в Чеченский государственный университет, медицинский факультет. Там провели занятия по тактической медицине То есть выездные нашими мероприятия, будущими да? врачами, вот, то есть студенты медицинского факультета. Мы провели занятия по тактической медицине и даже в дальнейшем планируем сотрудничать, делиться опытами. Ребята были в восторге, и они говорили, что тактическая медицина важна, и нам было очень То есть это интересно, будущие медработники. Да. А вот с остальными студентами бывают такие? Конечно, к нам приезжают мероприятия? студенты, к нам приезжают школьники Российский университет спецназа. Мы их обучаем Это бесплатное бесплатно, обучение? да, бесплатно. Мы их обучаем, никаких проблем нету в этом. А дети, наверное, считают это как бы квестом, игрой, может быть, да, вот эти вот Да, мы именно же, сценарии для детей у нас постановочные? есть специальные сценарии оказания первой помощи, кто как-то там отличается, делаем подарок. Тимур, а вот что-то изменилось на 2026 год? Какие-то доступные курсы и программы, рассчитанные на этот период по оказанию первой помощи? Вы знаете, у нас Тактической медицине. есть, да, есть новые курсы. Как я сказал ранее, у нас есть и базовые курсы, и расширенные курсы. У нас есть боец-спасатель, такой курс, продвинутый курс тактической медицины. Программа разработана инструкторами Российского университета спецназа на основе международных стандартов. И курс предназначен для военнослужащих и также для гражданских, которые прошли базовый курс. И у нас есть новый курс, курс для матерей оказания первой помощи. Мы обучаем, как оказывать помощь детям при, например, когда нет дыхания, пульса, как мы будем выполнять сердечно-легочную реанимацию. Подавился ребенок, как мы будем оказывать первую помощь, так как дети всегда находятся рядом с матерью, и мы на работе всегда. Да. Поэтому, когда, не дай бог, случается непредвиденное, то мать должна оказать незамедлительно первую помощь. Если она окажет первую помощь, то это будет спасение для ребенка. И поэтому у нас есть новый курс для матерей оказания первой помощи «Неотложное состояние». И мы теоретически и практически рассказываем и показываем, как выполнять те или иные помощи именно для детей, как останавливать кровотечение, иммобилизировать конечность, если нарушена проходимость дыхания, какой алгоритм надо выполнить. Эти курсы очень познавательны, и я рекомендую, чтобы именно прошли этот курс. Молодые мамочки, да, прошли этот курс? Да, вот все думают, что в Российском университете спецназа только военных Да, только обучают. военных обучают. Мы обучаем, официально заявляю, что мы обучаем и военных, и гражданских. Всех, кто к нам приезжает, мы И обучаем. женщин, и детей, да? Естественно, поэтому добро пожаловать. А какой вид обучения более предпочтителен в университете спецназа, в Российском университете спецназа? Базовый комплекс или же какие-то вот конкретные курсы? Вы знаете, я скажу именно по тактической медицине. Кто первый раз приехал и первый раз обучается по оказанию первой помощи, естественно, ему необходимо пройти базовый курс. Потом, когда он проходит базовый курс, уже человек задумывается, мне необходимо расширенный курс. И повторно они приезжают и проходят расширенные курсы по тактической медицине. Еще у нас еженедельно приезжают структурные подразделения, обучаются, и мы им делаем расширенный курс.
Туда входит неотложная помощь, оказание первой помощи при различных ранениях, травмах, инъекция тоже у нас отдельно есть тема. И после этого в конце практическое занятие они сдают экзамены, и после этого кто сдал экзамены, получает сертификаты То есть это на государственного должном, образца. официальном Да, уровне, да? да, А сколько длятся курсы вот, от до? Вы знаете, Короткие есть курсы у нас от 3 дней до 7 дней. То есть это курсы по тактической медицине. Да. Тимур, и напоследок, как записаться на обучение по тактической медицине? На базе Российского университета спецназа у нас есть отдел продаж. Слушатели подходят в отдел продаж, выбирают курсы, которые им необходимы, и связываются с инструкторами. Инструктора встречают его и проводят с ними курсы, То есть которые он нужно выбрал. приехать туда, в Да, в университет, и российском. только так вот, да, записаться? Да. Можно и по телефону. У нас есть горячая линия телефона. Звоните, записывайте, когда вам удобно даты. Говорите, что я в это числа планирую приехать. Тимур, я думаю, наша сегодняшняя беседа была очень содержательной и интересной не только для бойцов, так скажем, но и для гражданского населения. Нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в студии у нас был ведущий инструктор по тактической медицине Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина, майор медицинской службы, герой Чеченской Республики Тимур Виситаев. Спасибо вам за приглашение. Я бы хотел добавить еще пару благодарных слов нашим медикам, которые, рискуя жизнью, спасают в зоне СВО наших боевых товарищей, не только медикам, но и водителям, и бойцам, которые, рискуя жизнью, оказывают помощь. Я был в этих горячих точках, я знаю, как это тяжело, и от себя хочу сказать: Аллах рейс холшун, далее то было. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на ГТРК «Войнах».